Но ведь это же диктатуры, обе страны. Вроде бы, с одной стороны, Алиев никак не избирается населением, не зависит от избирателя. Почему ему вдруг принципиально важно столь остро отреагировать, причем отреагировать на языке же Путина? Ну, простите меня, даже если вы являетесь человеком, который держит власть в руках, вам необходимо собственного рода показывать, что вы защищаете его интересы. Какой же вы лидер, какой же вы правитель, если вы с одной стороны победитель в войне, а с другой стороны не обращаете внимания, когда ваши соотечественники убивают в другой стране? Ну, Ильхам Алиев, простите, достаточно опытный политик, чтобы не понимать это. Что, если он не отреагирует, вопросы будут уже не к Путину, а к нему. В этой ситуации, понимаете, если бы он не отреагировал 5 или 8 лет назад, тогда азербайджанский гражданин мог бы сказать, ну понятно, почему Алиев не реагирует. Мы и так в сложной ситуации. Мы и так тут все время воюем с Арменией. У нас сложная ситуация, у нас вопрос безопасности. Если он сейчас Путина обозлит, то еще неизвестно, российские войска могут там вторгнуться на нашу территорию, еще какую-то часть территории мы потеряем. Понимаете? Мгм. А сейчас азербайджанцы воспринимают себя страной победителей. Почему они должны не реагировать на гибель собственных граждан? Из каких оснований? Нет ни одного основания, ни одного объяснения молчания власти по этому поводу. Поэтому еще раз говорю, вы, по-моему, слишком много внимания уделяете вопросу демократии и авторитаризма. Да, Это не связано с тем, кто демократ, а кто авторитарный правитель. У кого есть электоральные вызовы, у кого нет. Это связано с тем, как человек воспринимает себя с точки зрения общественных ожиданий. Даже авторитарный политик опирается на общественные ожидания, понимаете? Любой. теперь понятно.